Вскоре после февральской революции 1917 года святителю Макарию Невскому, беззаконно удаленному с московской кафедры временным правительством, было чудное видение. «Я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает ему манну. Незримый голос в это время говорит: государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен. Как и Спаситель мира Иисус Христос добровольно по воле Бога Отца отдал себя в жертву ради спасения всего человечества, так и святые царь Николай II и вся его семья добровольно взошли на Голгофу. Ведь они много раз имели возможность после 2 марта 1917 года свободно покинуть Россию, но отказались это сделать. Царь Николай II еще задолго до 1917 года произнес слова: «Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа для спасения России, я согласен быть ею. Да свершится воля Божия». Вспоминая период ареста семьи в Царском Селе, Керенский говорил о государе: «В заключении Николай был большей частью в благодушном настроении, во всяком случае спокоен. В нем поражало полное равнодушие ко всему внешнему. И даже в Екатеринбурге, где для царской семьи практически ввели уже тюремный режим, Николай Александрович, находясь 2-й год в заточении, не утратил бодрости духа». Комендант Авдеев вспоминал: «По его виду никогда нельзя было сказать, что он арестован, так непринужденно весело он себя держал». У главного исполнителя расстрела Юровского о Николае II сложилось такое мнение: «Всякий, увидев его, не зная, кем он был, никто бы не сказал, что этот человек был много лет царем такой огромной страны». А говоря обо всех Романовых, заключенных в доме Ипатьева, Юровский вынужден был признать: можно было бы их считать как простых в общении и незаносчивых людей. Алексей Кабанов был одним из тех чекистов, кто вместе с Юровским убивал царскую семью. Вспоминая о времени службы в доме Ипатьева, Кабанов говорил, что царь был неразговорчив и спокоен во время прогулок, постоянно гулял только с дочерью Ольгой. В одной из прогулок Николай II обратился к постовому охраннику, чтобы убрать торф с тропинки, по которой царь гулял. На это охранник ответил бывшему императору: «Ишь какой барин, убери сам». После этого государь взял и эту тропинку очистил сам, путем разбрасывания с тропинки торфа. В начале царствования императора Николая II в России насчитывалось 122 миллиона жителей. 20 лет спустя, накануне Первой мировой войны, народонаселение ее увеличилось на 52 миллиона. Таким образом, в царской России народонаселение возрастало на 2 миллиона 400 тысяч в год. Если бы не случилось революции в 1917 году, то уже к 1959 году ее население должно было бы достигнуть 275 миллионов человек. В России налоги до Первой мировой войны были самыми низкими в мире. Общая сумма налогов на одного жителя в России была более чем вдвое меньше, нежели в Австрии, Франции и Германии, и более чем в 4 раза меньше, чем в Англии. Говоря о царе-искупителе Николае II, необходимо понимать, что Иисус Христос – искупитель всех грехов всего рода человеческого с большой буквы, а царь Николай II – искупитель русского народа, и только его греха клятва преступления на верность царю и роду Романовых с маленькой буквы. Искупительный подвиг начинается со взятия чужого греха на себя.
после чего этот грех возносится на крест, где и искупается безгрешной смертью Искупителя. Голгофа берет свое начало в Гефсимании. Гефсиманией государя-императора Николая II была станция «Дно» под Псковом, когда 2 марта 1917 года он в уподобление царю царей, обнищав властью и по виду став как обычный человек, начал свой христоподобный крестный путь на Екатеринбургскую Голгофу. Святой царь Николай II, как и любой другой человек, был в определенной степени причастен ко всякому греху. Но он не был причастен к греху измены своего народа самому себе, как царю из рода Романовых, на верность которому присягал русский народ в 1613 году. В 1613 году на Поместном соборе весь русский народ, как единая соборная личность, Россия, дал благочестивый, то есть по воле Божией, обет Богу верой и правдой служить всеми душами и головами самодержавным царям из дома Романовых. Императрица говорила не предавшему царскую семью и расстрелянному вместе с ней доктору Боткину: «Я лучше буду поломойкой, но я буду в России». Вера – вот что отличало взгляды Александры Федоровны от взглядов многих ее современников. Верой дышат все письма императрицы-узницы, говорящие о том, что ниспосланные ей страдания не только не охладили и не ожесточили ее душу, но и возвысили. «Боже, как Родина страдает», – писала она. «Бедная Родина, измучили внутри, а немцы искалечили снаружи. Боже, как я люблю свою Россию со всеми ее недостатками». Из дневниковых записей императрицы известно, что она крайне редко выходила на прогулки и почти всегда оставалась в доме из-за плохого самочувствия. Однако знакомство с документами позволяет сделать предположение. Одной из причин нежелания Александры Федоровны лишний раз выходить из комнат были оскорбления, нанесенные ей рядовыми охранниками. В первые дни нахождения в доме Ипатьева охранники задавали вопросы о ее якобы отношениях с Григорием Ефимовичем Распутиным и при этом громко смеялись. На это в дневниках императрица писала: «Прости их, Господи, не ведают, что творят». В период между 1890 и 1913 годами российская промышленность увеличила производительность в 4 раза. Ее доход не только почти сравнялся с поступлениями, получавшимися от земледелия, но товары покрывали почти 4/5 внутреннего спроса на мануфактурные изделия. Накануне революции русское земледелие было в полном расцвете. В течение 2 десятилетий сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 году в России урожай главных злаков был на 1/3 выше такового же Аргентины, Канады и США вместе взятых. В царствовании императора Николая II Россия была главной кормилицей Западной Европы. Как пример, Россия поставляла 50% мирового ввоза яиц. То, что царь пошел на искупительный подвиг добровольно, видно из слов самого государя, произнесенных им еще задолго до 1917 года. «Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа для спасения России, я согласен быть ею, да свершится воля Божья». Имея возможность уехать из России, царь Николай II со всей своей святой семьей добровольно остался испить предлагаемую ему Богом чашу страданий за грех измены своего народа. Царь любил Россию и русский народ истинную Христовой любовью, которая проявилась в том, что ради спасения погибающего народа он готов был пойти на любые страдания, пожертвовать всем, что у него было, наконец даже отдать свою жизнь, только бы спасена была заблудшая овца.
После расстрела Кабанов участвовал в сортировке царских вещей. Просматривая обнаруженные личные записи великих княжон, он заметил, у всех дочерей царя были дневники. Несмотря на проходившие бурные события и особенно касающиеся их судьбы, в дневниках записывались их самые обыденные моменты, как и с кем они стояли в церкви, с кем завтракали, прогуливались, и больше ничего. А ведь Ольге было уже 22 года. Оставил свои воспоминания о членах царской семьи и красногвардеец из охраны дома Ипатьева Александр Стрекотин. Приведем один фрагмент, в котором рассказывается о запомнившихся ему прогулках бывшего императора с сыном. Тяжелая неизлечимая болезнь совершенно парализовала у царевича обе ноги, видимо, еще до революции. Поэтому-то на прогулку его всегда на руках выносил сам царь. Осторожно приподнимет его, прижмет к своей широкой груди, а тот крепко обхватит руками шею отца, опустив, как плети, тонкие слабые ноги. Так царь вынесет его из дома, усадит в специальную коляску, потом катает его по аллеям, остановится, наберет камешков, сорвет цветов или веточек с деревьев и даст цесаревичу. Сеть железных дорог в России покрывала 76 тысяч километров, из которых Великий Сибирский путь, 8,5 тысяч километров, был самым длинным в мире. В 1916 году, в самый разгар Великой войны, было построено более 2,5 тысяч километров железных дорог, которые соединили Северный Ледовитый океан, порт Романовск, с центром России. В царской России в период с 1880 по 1917 годы был построен 58 251 километр. За 38 лет советской власти к концу 1956 года было построено всего лишь 36 250 километров дорог. Российские железные дороги по сравнению с другими для пассажиров были самыми дешевыми и самыми комфортабельными в мире. В царствовании императора Николая II народное образование достигло небывалого развития. В начале 1913 года общий бюджет народного просвещения в России достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно 500 миллиарда рублей золотом. Первоначальное обучение было бесплатным по закону, а с 1908 года оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10 тысяч школ. В 1913 году число их превысило 130 тысяч. По количеству девиц, обучавшихся в высших учебных заведениях, Россия занимала в начале XX века первое место в мире. Подвиг искупления святого царя Николая II, как и искупителя нашего Иисуса Христа, закончился его безгрешной смертью. Господь наш своей абсолютно безгрешной смертью искупил грех всего Адама, грех мира. А государь Николай II в уподоблении Спасителю своей безгрешной смертью искупил соборный грех неверности своего народа. Кроме хамских выходок со стороны охранников были издевательства и иного рода. Из рассказов камердинера царской семьи Чемодурова известно, что когда августейшие особы проходили мимо часовых, те всегда умышленно щелкали затворами винтовок, пытаясь напугать их. «Государь не выдавал своего состояния», — говорил Чемодуров. «Государыня молилась, княжны вздрагивали. Когда княжны шли в уборную, их там встречал постовой красноармеец и заводил с ними пошлые разговоры, спрашивая, куда они идут, зачем и так далее. Затем, когда они проходили в уборную, часовой, оставаясь снаружи, прислонялся спиной к двери уборной и оставался так до тех пор, пока ею пользовались. Видя, что великие княжны были целомудренны и чисты, часто вешали похабные фотокарточки в уборной». Россия была семьей народов благодаря взвешенной и продуманной политике государя. Русский царь-батюшка считался монархом всех народов и племен, живших на территории Российской империи.
Он проводил национальную политику на основе уважения к традиционным религиям, историческим субъектам государственного строительства России. И это не только православие, но и ислам. Так, в частности, муллы были на содержании Российской империи и получали зарплату. Многие мусульмане воевали за Россию. Русский царь чтил подвиг всех народов, служивших Отечеству. Вот текст телеграммы, который служит тому ярким подтверждением. Телеграмма от 25 августа 1916 года генерал-губернатору Терской области господину Фрейшеру. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию. Он немедленно поддержан чеченским полком. В истории русского Отечества, в том числе и нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской части тяжелой артиллерии. 4500 убитыми, 3500 взятых в плен, 2500 раненых. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие воинские части наших союзников, в том числе в русской армии. Передайте от моего имени, от имени царского двора и от имени русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, братьям, сестрам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положивших своим бессмертным подвигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им и хвала. А что касается вот и вообще царской семьи, да, и в том числе вот Анны Вырубовой, царь пошел по пути следования за Христом. У него христоподражательный подвиг. Вот сейчас много споров идет, да, даже ересь такая появилась, да, что царь-искупитель. Вот. В таком абсолютном смысле, как Христос. Конечно, наш царь Николай, он не может называться искупителем, как искупитель грехов всех людей, как спаситель. Да? Но как подражатель подвига Христа мы можем назвать его искупителем русского народа. И мы в богослужебных текстах часто встречаем такие слова по отношению к многим, как к святым мученикам, что они как бы они подражают искупительному подвигу Христа. Они не являются в догматическом смысле искупителями, да? Но в то же время Господь милует народ, за которого предстательствует перед престолом Божьим этот царь. Христос был оклеветан, и царь Николай тоже оклеветан, еще и при жизни была вся царская семья. И до сих пор эта клевета продолжается, и это говорит о том, что его подвиг правильный. Спасение нашей Родины без принятия искупительной жертвы Николая II также невозможно, как и невозможно спастись человеку без принятия искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Искупительная жертва государя-императора Николая II есть та единственная дверь, то единственное средство, которое может духовно воскресить погибшую Россию. Другого средства к нашему спасению нет. Вклад государя Николая II в Великой Отечественной войне. Уже летом 1941 года рабоче-крестьянская Красная Армия была разгромлена полностью. Однако нашлись люди в нашем бескрайнем Отечестве в достаточном количестве, которые не только смогли встать в строй вновь укомплектованных дивизий, взяв в руки винтовку. Винтовку, разработанную еще в царской империи. Если бы не демографический взрыв во времена государя Николая II, при котором увеличилось население страны на 50 миллионов человек, кто бы защитил Москву и взял Берлин? Пушки именно 2 царских линкоров защитили Ленинград в блокаду. Мало кто знает, но многие герои Великой Отечественной войны были офицерами в царской России, получившими блестящее военное образование именно благодаря заслугам в образовании государя Николая II. Вот только некоторые из них. Звание приведено на момент ухода из старой армии. Василевский, штабс-капитан; Карбышев, подполковник; Толбухин, прапорщик; Меркулов, прапорщик, по другим данным подпоручик; Баграмян, штабс-капитан; Токарев, Есаул; Благонравов, подпоручик. Посему мы должны чтить и быть благодарны не только тем, кто воевал в Великой Отечественной войне, но и, предвидя будущие беды и войны, подготовил свой народ к победе в них.
Благодарим тебя, родной царь-батюшка, что и после смерти печешься о своих неблагодарных детях. Посмотрите, какая ситуация. Ведь спустя 100 лет никого не интересует личность Керенского. Родзянко, генерал Алексеева. То есть все те, кто предавали русский мир. Но спустя 100 лет личность государя-императора Николая II не забыта. Притом, если мы выйдем на улицу и спросим, кто такой Керенский, я думаю, что большинство даже не скажет. А если мы спросим, кто такой государь-император Николай II, то люди скажут: мы, конечно, знаем, это кровавый и слабохарактерный. И даже сейчас, когда вроде бы государь убит, зверски вместе со своим семейством, нужно примириться, но нет. Врагам ненавистен образ государя. И даже сейчас создаются кощунственные фильмы. Обратите внимание, ложное понятие царебожия. Кем оно пропагандируется? Это очень легко понять. Либеральными СМИ, телеканалами, интернет-ресурсами, которые вроде бы должны быть, не досуг о наших церковных вопросах. Но их важно такое понятие, как секта царебожников. Ответ очень прост. Не мы царебожники, они цари-ненавистники. Государь-император Николай II для всех нас является святым царем. У нас нет подмены. Подмена есть у тех, кто пытается исказить. Мы знаем, что это понятие пошло от Даниила Сысоева. К сожалению, батюшке не был открыт государь-император Николай II. Дай Бог, что, может быть, перед смертью он осознал величие духа. Потому что, к сожалению, даже люди праведной жизни не всегда могут правильно понять святость того или другого. Так же, как профессору Осипову не было открыто. И многим иным людям. Спустя годы многие люди разобрались, кем же был государь на самом деле. И я твердо верую, что сейчас, спустя 100 лет, мы осознаем, что государь взошел ради всех нас на Голгофу. И грех клятва преступления будет раскаян искренним покаянием всего многонационального русского народа. Спасибо вам за славный парад! Спасибо, брат, вам за отличное учение!